Мурат Султанбаев, валейкум салам. Анзор, ты воевал во время Первой Чеченской войны? Мурат, брат, мы говорим, будете правильно говорить, я чуть подкорректирую, не чеченская война, а российско-чеченская, потому что Россия напала на чеченцев. Да, я принимал участие в той войне, был рядом с отцом, а также и в других местах. Но подробно я сейчас это говорить не буду. Guten Abend. Так, из Германии. Так, люди собираются. Я тут анонсировал и собрал некоторые вопросы, которые я посчитал важными. И поэтому, скорее всего, я пройдусь по этим вопросам сначала, а потом уже можно поговорить на любые темы. Сейчас, секунду. Так, сейчас. Поцелуя Вейга Суховолча Алушву. Аслан Стенгошву. Мурат Султанбаев, тебя не преследуют федералы, да? Я этого не боялся и не боюсь. Вот. Анзор Джанчатов. Так, ты спрашиваешь, тут, Анзор, почему твой отец не дал Лечи Холтыгову убрать Шаманова, Степашина и Завгаева? Ну, насколько я помню, как видел это видео, где Лечи Холтыгова, да помилует его Аллах, говорил об этом случае. Я не знаю, было это или не было, но если оно так и было, то в то время проходили мирные переговоры. Поэтому чеченцы не могли бы позволить себе пойти на такой шаг. То есть во время переговоров, будь то враг, кто-либо, убивать или там покушаться там на человека. В войне, да, я понимаю, но не во время ведения переговоров. Вот, скорее всего, поэтому и начальство отдало такой приказ. Такие дела. Исламче, ассаламу алейкум салам. Картинка отличная, с качеством звука поработать бы. Ну, не знаю, звук кажется нормальный. Добрый вечер, добрый вечер. Какую музыку вы любите слушать, да? У меня времени нету, чтобы музыку слушать. Вот. Если бы я и любил бы слушать.
Аслан Кадыров, Анзор Халах паспорт Ичкери Борст Яхюлш паспорт Дари Даро Уля Даци Сигойтер Даро Цутя Борзаю Борзда им Хиллаю так массовой Халабольчара Ишнилинаю. Я извиняюсь, что я на испанском, на нашем родном. Егор Кобзоев, ты сейчас в России или в другой стране? Знаешь, Егор, если бы я был бы в России, то я бы не смог бы вот так говорить свое мнение, говорить даже о своей родной истории, своего родного чеченского народа. Потому что это запрещено, потому что мне приходилось бы врать или там говорить неправду и так далее. Нет, я не в России, я в Норвегии, в Скандинавии. Конечно, я хотел бы жить на своей родной земле, но по каким-то причинам я этого делать не могу, как не могут делать и мои братья и сестры чеченцы. И хочу отметить, что половина нашего народа выехала в разные страны, в Европу, ну везде, по многим странам. Валай Кази, валикум салам. Я знаю, что будут задавать этот вопрос, но про женщин я говорить не буду, не имею права. Царь Скорпиона, по вашему мнению, Хачилаевы как повлияли на ситуацию тогда в переговорах? Именно в которых переговорах? Я знаю, что Хачилаев, Надир Хачилаев приезжал в Чеченскую республику Ичкерия в то время, как война закончилась, Первая российско-чеченская война. И присутствовал, иногда, можно сказать, присутствовал на переговорах с Александром Лебедем. Там было наше руководство, военное руководство, чиновники наши. И я помню, ну, я видел его, я помню его по этим переговорам. Кто повлиял на ситуацию? Ну, на ситуацию появляли те, которые мужественно воевали против российского агрессора. Руслан Кадырович Ахуэчтол Хаттер Ахундас Лилши паспорт, Яркест паспорт он лил да вала Вайгаски Мадат свои Ичкери паспорт лил Мадизер был. Дейла талан ишт Масарга дукваем Дуна бо немцевый паспорт, ду вечерга Гаски паспорт, ду Туркой паспорт, ду Гюржи паспорт, ду ишт Сандина, да, ола, вай паспорт лила, ду вай ахчахер, ду вай пачалхер, ду вай менш лихер, ду иншалла. Анзор Джанчатов, так, я так коротко сейчас иду по вопросам, так у меня есть определенные некоторые выделенные вопросы, и хотел бы на них тоже ответить. Так, Анзор Джанчатов. Анзор, у меня к вам несколько вопросов, очень серьезных насчет книги. Я пишу книгу про войну. Ответишь, пожалуйста. Первую книгу подарю тебе. Спасибо большое. Сейчас, секунду. Я ничего не осуждаю, но хочу узнать правду. Но для написания книги, для сбора информации потребуется много времени, поэтому сейчас я ответить на эти вопросы не смогу. Ну, как-нибудь свяжитесь, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Конечно, я очень заинтересован, если есть люди, которые снимают фильмы или там пишут статью, или же книгу пишут, или какую-то брошюрку выпускают.
как-то принять в этом участие и помочь со своей стороны, чтобы в этой работе была правда. А то я вижу, многие пишут, многие пользуются этой тематикой российско-чеченских отношений. И я замечаю много несостыковок. И поэтому я очень даже заинтересован, чтобы люди, будь то русскоговорящие или англоязычные, читали или смотрели правду. Магая социовая юртда возрехун асламбя керитешце валайнсун юртдай духма баре ерш духма юй цимдайла ал халхердусун вовзацун дукцеш дагаца йоба дагдеч яхтирам бойзер херборсунуш дукхан майали. Адам Чечен. Валейкум салам. Леля Машалхилху. Маш вопрос. Кого ты видишь своими соратниками в установлении справедливости на нашей земле? Нам пора организоваться. Я имею в виду, кто тебе ближе по своим убеждениям. Кто мне ближе? Те, которые переживают за наш народ искренне и не забыл свою историю нашего народа. Это мои соратники. И также я их соратник, кем бы они ни были. Я открыт. Я ваш брат в любом таком деле. И как всегда, я призываю таких людей, чтобы работать вместе, кто бы он ни был, простой гражданин или там другие люди, чтобы именно потому, что нам это говорит Аллах, объединяйтесь. Вот тогда дело пойдет, вот тогда дело тронется. Я не буду выкрикивать какие-то лозунги, призывать к чему-то, каким-то действиям. Но я скажу, что нам это надо сделать. Надо сделать. Как бьешь вовы. Акела Волк. Алейкум ассалам. Сейчас все гости Хамбиева, которые сидели под деревом и рассказывали байки про твоего отца, наверное, нервно курят на сторонке и придумывают новые сказки. Знаешь, Акела Волк, с одной стороны, мне их как-то и жалко, что они оказались в такой ситуации, что у кого-то не хватило ума, к примеру, даже уехать оттуда, чтобы не стать, как это мягче сказать, клоуном, куклой, скажем так. Чтобы над тобой так не издевались, я бы сделал бы все, чтобы не оказаться в их ситуации. Я их никак не оправдываю и не буду оправдывать. И я не буду говорить о ненависти, но я очень не люблю, когда люди врут. Когда взрослый человек, не боясь Аллаха, не стесняясь людей, выдумывает, и вот как ты сказал, брат, эти байки. И вот поэтому мы их называем предателями. Заслуженно. Это те люди, которые не имели права
совершать такой шаг. Это те люди, которые говорили, что у них большая армия, что они построили армию, но не сделали ничего. Не сделали ничего. Вы знаете, про кого я говорю. И вообще я не хотел бы о них говорить на самом-то деле. Абу Билал, про академика, про света его мудрости, та же самая история. Когда я смотрю это, честно, вот я клянусь Аллахом, когда я эти промежутки посмотрел, мне было смешно, мне это подняло настроение, серьезное, честное слово. И поэтому, чтобы поставить точку, скажем так, мне пришлось переступить эту границу и выступить, сказать свое мнение по этому поводу. Да, если тут на канале появятся их работники, будут что-то там вытворять, то еще больше получат, еще больше. Анатолий Жучкин. Спасибо, что вы есть. Ты пишешь, прекрасная русская речь. Анзор, академик Кадыров двух слов по-русски связать не может. Я могу анекдот рассказать по этому поводу. В начале 2000-х, может, это и правда, но я даже верю, что это возможно, даже правда. Русские, российские службы присылают человека, учителя по русскому языку, чтобы научить этого балбеса их языку, потому что он его не знал. И через несколько лет этот русский учитель русского языка уезжает обратно в Россию, говоря слово «дёган». То есть он не смог его. Но сейчас, конечно же, сколько лет-то прошло, 20 лет по-любому, любой дурачок даже научится любому языку. Так, я быстро сейчас пройду, а потом отвечу на те вопросы, которые я выделил. Когда выбирали командующего, старики выбрали Хамбиева и ошиблись, а Балаев был лучший и пал шахидом. Аллах азут поблагодарен. Как часто при распрях почет достается в удел негодяю? Айдамир Абалаев действительно был воином и пошел до конца, воевал мужественно, был рядом со своим президентом, со своим лидером, амиром, и отдал свою жизнь. И да помилует его Аллах. Аллах азут поблагодарен. У меня есть некоторые материалы с Абалаевым. Я, кажется, выставлял тут на канале. Ты прав. Адам Чечен, чем раньше мы это поймем, тем раньше себе же поможем. Вот именно, когда я раньше говорил, что не хочу какие-то призывы делать, знаешь, брат, в первую очередь надо победить себя. Надо победить себя, чтобы заставить себя пойти, скажем, на примирение,
встать на правильный путь, на истинный путь. Вот. И нам необходимо единство. Необходимо сторониться всякого рода провокаций. Как вы быстро пишете. Брат прокомментирует тот момент, про который Рамзан в любой удобный момент рассказывает, как он в 17 лет спас нашего президента. 17 лет. Спас президента. Не было такого случая, не было. Это все это выдумки. И то, что они говорят на этом канале, на своем зомби-канале, с уверенностью могу сказать, что 95% это ложь. Наглая, чистая вот ложь. Неправда, не было такого. Потому что рядом с нашим президентом были достойные, мужественные муджаиды, которые находились рядом с ним. Это я даже поименно могу сказать. Талхадов, Ильяс, Абдарханов, Ахмад, Салвади, Омар, Аэль, ну, их очень много. Их очень много. Вот. Так что не было какой-то необходимости, чтобы, как ты именно написал, спас нашего президента. То есть такого случая вообще не было. Как видишь, ближайшее будущее в Чечне, в Ичкерии, оккупированной, я вижу, это зависит от нас. От нас зависит наше будущее. Так. Ва алейкум ассалам, Масайга. Тут я выделил один вопрос. И вот пока люди собрались, я хочу ответить на этот вопрос. Я, может, в некоторых местах зачитаю его. Так вот, Чечен Че. Анзор, расскажи, кто и как убивал Ваху. То есть Арсанову Ваху. Пусть народ знает этих убийц. Во-первых, я хочу сказать, зачитать вам версию российской стороны. Вот. Российская сторона в то время объявляла это убийство вот так. Об уничтожении Вахи Арсанова вчера объявил замглавы МВД Чечни Султан Сатуев. Он рассказал, что это произошло в Старопромысловском районе Грозного и что труп господина Арсанова уже опознан. В Старопромысловском РОВД рассказали, около 12 часов ночи патрульная машина, которая проезжала по расположенному в районе поселка Иваново, была обстреляна из заброшенного дома под номером 33. Милиционеры по рации вызвали подкрепление и блокировали дом. Засевших в нем боевиков уничтожили выстрелами из гранатометов и огнеметов. Так вот, я хотел бы ответить на этот вопрос вот так. То есть это и наша чеченская версия. То есть правда. Да, действительно, вице-президент Чеченской республики Ичкерия Ваха Арсанов был захвачен 14 января 2005 года. Его бывший охранник Арби Идрисов пригласил его к себе на ужин. И этот Арби Идрисов, я его знал лично, его отец Рамзан и брат Расул встретили Ваху, то есть в их доме. Потом, как я знаю, они его пригласили в дом, взяли куртку, там взяли его пистолет, отнесли в другую комнату,
подальше от Вахи. Вот. И они уселись за стол. Уселись за стол. Потом в эту квартиру, в этот дом ворвались в то время вот известного такого ОМОНовца. Был у них командир такой, Артур Ахмадов, который организовал этот захват, и вот они захватили Ваху Арсанову. Вот. И затем, как я знаю, они хотели его использовать в таком спектакле, то есть провести круглый стол, где Ваха Арсанов будет выступать против Ичкерии, против президента, против воюющей стороны. И они пытали Ваху Арсанова, как я знаю, несколько месяцев, 3-4 месяца. 3-4 месяца. То есть они не смогли принудить его к такому предательству. Не смогли. И а также был захвачен его сын Рамзан, его звали Рамзан. И они вместе содержались в селе Хосиюрт. И по рассказам самих этих кадыровцев, сначала расстреляли сына Вахи Арсанова перед глазами Вахи, а потом расстреляли самого Ваху Арсанова. Затем эти два тела кадыровцы отвезли в Грозный, в тот дом. Затем устроили такую показуху, якобы там была перестрелка, и обстреляли этот дом гранатометами и огнеметами. И сожгли их тела. Вот. Аллах азат кобал дольцер, Аллах декал болюш. Вот такой вопрос был, и я действительно давно хотел об этом рассказать. Акела Волк, как раз ты задаешь такой же вопрос, именно касающийся этой темы. Анзор, как можно в такое время расстаться с пистолетом? У кого бы ты в гостях ни был, пистолет унести в другую комнату, а я бы насторожился, какой он доверчивый. Ну, все мы люди. Значит, Ваха не ожидал этого от этого человека. Значит, он верил ему. Но произошло то, что произошло. Аллах декал больше. Делер салама шалхую. Секунду. Затем следующий тут вопрос был. Секунду. Я его зачитаю. Виктор Маркович. Уважаемый Анзор, на прошлом стриме вы говорили о гордыне. Что мешает объединиться чеченцам, живущим в Европе и выступающих за независимую Ичкерию? Вопрос может и не для эфира, но все же. Я гражданин Украины, и насколько я понимаю, есть два наиболее массовых канала ичкерийской направленности. У вас и у Аслана Арцуева. Оба вы выступаете за независимую Ичкерию, но между вами, судя по всему, есть какие-то разногласия. Скажите, пожалуйста, эти разногласия, на ваш взгляд, носят объективный и идеологический характер, или это чисто субъективный человеческий характер, человеческий фактор? А то я не могу никак понять, какая разница в ваших взглядах. Сейчас, секунду.
Уважаемый Виктор, ну, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Я благодарю вас, что вы задали такой вопрос. И действительно, я несколько раз получал такого рода вопросы, где я, может, и не хотел касаться этой темы, но я подумал, и все-таки вот так, в общем, хотел бы ответить на этот вопрос. Ну так вот, эти вопросы, которые я раньше получал, ну, по своей форме они практически одинаковые. Там лишь только имена разные. К примеру, там спрашивалось о моем отношении к Тумсо, к Закаеву, к Ахьядову, к Бартмашо организации, к Арцуеву Аслану, к Адату, мысли ислама и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы правильно быть понятым, я попытаюсь так максимально досконально ответить на ваш вопрос. Виктор, в моей орбите есть люди, которых я знаю хорошо. И есть которых я и не знаю. И есть даже те, которые мне абсолютно не интересны. Я хотел бы, чтобы вы поняли грань между знать и быть знакомым. Вот, к примеру, вы говорите, два наиболее массовых, как вы написали, канала ичкерийской направленности. У вас и у Арслана Арцуева. И оба вы выступаете за независимую Ичкерию, но между вами, судя по всему, есть какие-то разногласия. Мои разногласия с некоторыми людьми только в том, что у меня нет с ними точек соприкосновения ни в войне, ни около войны, ни в общих делах, ни в других случаях. То есть я хочу сказать, мы не были в одной там совместной упряжке. То есть у нас нет ни одного друга, и я не вменяю им или другим в этом вину. Я не про это говорю. Я просто не знаю. Я просто не знаю. И поэтому я вот пытаюсь обходить вот такие темы, касающиеся личности, потому что все время расставит все на свои места. Самое главное, Всевышний видит это. Но что я делаю со своей стороны? Я призываю всех этих людей, которых вы назвали, к примеру, и организации тоже, к единству, чтобы работать вместе, если мы искренне, если у нас есть одна цель. Вот, давайте вместе работать, давайте вместе объединимся и принесем пользу не себе, а тем, которые вот в этом и нуждаются, то есть нашим людям, нашему народу, которые слушают нас внимательно и задают такие вопросы. Я сторонник этого. И еще очень много, тоже ваш вопрос, Виктор Маркович, очень много вопросов задают по поводу чеченской государственности. Обычно спрашивают, каким оно будет, какая будет вот форма и так далее, экономика, то есть и форма правления. Вот сам вопрос, ваш вопрос я зачитаю. Анзор, какие ваши идеологические предпочтения? То есть, что вам наиболее близко? Социализм, социал-демократия, либерализм, либертарианство, консерватизм, национализм? То есть, вы перечислили все. Будущую независимую Ичкерию с какой формой правления вы видите? Президентская республика, президентско-парламентская республика или парламентская республика?
а может исламское государство шариатским правом. Если президентская республика, то должен ли быть ограничен президентский срок и насколько раз, и насколько раз можно избирать одного человека? Какая страна для вас может послужить моделью политически-правового устройства Ичкерии? В интернете очень много информации о таком понятии, как государство, как в прошлом, так и в настоящем. И за всю историю было очень много государственных образований, там различного типа, и которых вы перечислили. И на сегодняшний день важным критерием государства являются рыночные отношения. Например, Китай. Китай, являясь государством коммунистической идеологии, не брезгует этими рыночными отношениями. Но говоря о нашей ситуации, да, сейчас мне будет это сложновато говорить, но мне хотелось бы учитывать, что мы находимся в состоянии войны. Информационной и подлой со стороны России. Поэтому некоторые моменты я пытаюсь держать при себе. Вот. Но, по всем международным стандартам чеченцы создали свое государство. И по прошествии 30 лет, внимательно разглядев все «за» и «против», я пришел к тому, что та конструкция 30-летней давности, она не соответствует духу сегодняшнего времени. Да, были допущены промахи, были разные ошибки, а также не была выведена сама форма вот, государства чеченцев. Я это объясняю тем, что это было последствием недальновидности, может быть, народа, ее лидеров. Ну, я не могу сказать, не хочу сказать, то есть, что это была недальновидность нашего народа и лидеров. У нас просто не хватило времени. Нам практически не дали этого времени, как внутренние, так и внешние враги. Мы все время находились и находимся в состоянии войны и оккупации. То есть у нас не было даже времени для создания своего чеченского государства. Вот, и я хотел бы сказать, что это государство должно создаваться с учетом нашей веры, наших традиций, а также с учетом исторического пути нашего народа. Я не говорю, что надо поменять все, потому что на этом пути строения нашего чеченского государства отдали свои жизни тысячи наших братьев и сестер, а также наши лидеры. Но мы обязательно сделаем то, чего хочет и требует народ, иншаллах. Это будет решать после деоккупации нашей земли, нашего государства, Чеченской Республики Ичкерия. Ну вот, гражданин Чары, я про это и хочу сказать, что нужно сначала освободиться, а жить мы сможем, лишь бы оставили нас в покое. Слава Самусев. Скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что Кадыров держится у власти, в том числе и благодаря покорности самого народа? Люди неграмотные не понимают, как все плохо, или просто трусливые и не рискуют, но я бы
попросил бы вас не говорить вот так о народе, о людях. Знаете, что случилось с чеченским народом? Первая война. Мы понесли колоссальные потери. Затем нам не дали отдышаться, и начали вторую войну. Как я сейчас говорил про государство, нам даже не дали построить наше государство, потому что Россия делала все, чтобы это у нас не получилось. Проводила разного рода провокации, не жалела денег, делала все, чтобы вот это не состоялось чеченское государство, потому что они планировали вторую войну. Так вот, против нас воевали спецслужбы, а также армия России. И поэтому, к чему я сейчас иду, народ устал. Но я знаю мнение народа, я близок к своему народу, я открыт для народа. Вот. И всегда даже советуюсь со своими братьями и сестрами. То есть узнать мнение. А мнение таково. Оно не изменилось. Они ждут какого-то времени. Понимаете? Народ, который уничтожался, депортировался каждые 50 лет, он у нас умен, он грамотный, он мудрый. Поэтому придет время, и все изменится. Так, еще тут вопрос был. Сначала на этот отвечу. Анзор, мой вопрос не связан с Чечней, но вполне вероятно, что коснется в будущем. Как вы думаете, возможен ли Тюркский союз мусульман в противовес Российской империи? Спасибо. Ну, это писал Крут СД. Брат, я за любое единство, за любое объединение. И тем более за Тюркский союз, как ты пишешь. Но я скажу, что этот Тюркский союз крайне неудобен для России. И они в России, руководители России, будут всячески воспрепятствовать этому. Поэтому это будет сложно. Может быть, сейчас это будет невозможно. Я имею в виду вот в ближайшем будущем. Но я считаю, что было бы хорошо, когда бы тюркоязычные народы обезопасили бы себя. Я почему говорю, что это невозможно в ближайшем будущем, потому что я учитываю методы России. Как, к примеру, они вторгались на территорию Украины, как они заигрывают с другими народами, странами, республиками. И тем более у нас очень богатый такой опыт в этих российско-чеченских отношениях, войнах. Тот же пример Грузия. Они будут вторгаться. Путин не остановится. И тюркоязычные народы могут себя обезопасить этим. И что касается, я хотел бы еще сказать, что касается кавказских народов, то же самое. Если бы Кавказ был бы единым, то Россия не вторгалась бы в Грузию, тем более
не вторгалась бы в Ичкерию, не проводила такие провокации, не заигрывала бы с этими северокавказскими республиками, не провоцировал бы нас, если бы мы были бы едиными. И сейчас тут еще один вопрос. Я медленно, наверное, отвечаю, я извиняюсь. Тут мне писали, Анзор, там есть еще один интересный момент, где Кадыров, волнуясь и тяжело дыша, делает новый вброс и говорит, что штурм 6 августа 1996 года это был обговоренный с российской стороной спектакль, что якобы зайдут в Грозный и постреляют исключительно в чеченских пророссийских милиционеров, как мы тогда называли, Завгаевская милиция, не трогая русских военных. Якобы он услышал этот тайный разговор, то есть фамилия, которую я сейчас назвал, якобы он услышал этот тайный разговор Аслана и Шамиля, Масхадова и Басаева. Он возмутился и устроил скандал, спрашивая, что это за война такая. Я вот в 2 передачах видел, где это чудо, этот чудик говорил про августовские события. Как будто он там участвовал, как будто он участвовал в совещаниях командиров, как будто он был в Грозном в то время. И вот. И поэтому я хотел бы подкорректировать это. Кадыров, прямо так скажу, чтобы все поняли, Кадыров никакого отношения ни старший, ни младший не имеет к 6 августа, к операции «Джихад». Они не знали, что операция, будет проведена такая операция, потому что об этой операции, тем более во время планирования этой операции, знали только некоторые командиры, в первую очередь, скажем, Шамиль Басаев, Руслан Гилаев, Руслан Алихаджиев, Ваха Арсанов, другие и другие. Поэтому Кадыров там просто не мог бы быть. Он все это время в августе находился, скажем так, до 22 августа, до 23 августа находился в Хоси-Юрте. То есть Кадыровы там находились. Никакой договоренности чеченской стороны с российской стороной не было и не могло бы быть, потому что, как я раньше говорил, выпускал передачу и говорил про эти события, Россия в то время, проведя масштабную военную операцию в Веденском районе, убив сотни мирных жителей, тем самым нарушили мирные соглашения. То есть было перемирие тогда. Тем самым они развязали нам руки. И спустившись с Веденского района, то есть там были все. Там были тот же Ханбиев и все остальные. Вот именно тогда, конец июля, началось планирование этой операции. Отец, будучи тогда в то время начальником штаба, он меня отправлял в Шатой, он меня отправлял в Грозный, в другие районы. У меня такая задача была, то есть его личный приказ как от начальника штаба. Поэтому я многие детали знаю и находился рядом с ним. И я никогда не видел ни Кадырова старшего, ни Кадырова младшего во время этих событий. Единственное, где я его помню,
Кадырова-старшего. Я помню его во время переговоров с Александром Лебедем, селения Тагин. Вот. И то, что я сейчас зачитал, это просто блеф. Поэтому в начале этого эфира я сказал, что 95% все, что они говорят, это выдумки. То есть они сейчас рисуют такой портрет, где Кадыров, там, без разницы, старший, младший, какая там разница, рисует такой портрет героя. А мы, взяв эту стерку, стираем это. Вот что мы сейчас делаем. Нету такого героя. Не было никакого героизма. И сейчас, когда я сегодня выставлял видеоматериал, я там тоже говорил, что тот, кто унижает свой народ, тот, который становится рядом с убийцей своего народа, наживился на крови своего народа, истязает его в своих личных тюрьмах, даже в своем дворе, никогда героем не станет. То есть, если они лепят его из пластилина или там рисуют там карандашом, не получится. Потому что, как я говорил ранее, ладно, там другой человек, который не позволит этому случиться, но самое главное, люди знают, кто из себя там что представляет. То есть народ нельзя обмануть. Я чуть позже кое-что интересное вам расскажу. Все-таки я решил это рассказать. Решил. Сейчас пройдусь по вопросам. Расскажу интересные случаи. И про этот случай говорится в той передаче, которую они там сейчас нарисовали. Доктор Ватсон, Анзор, вы всех русских считаете врагами? Нет, мы этого никогда не говорили. Я вот честно скажу, я не знаю, кто вы, задающий этот вопрос, но мы русских не считали там врагами своими или там плохим народом. Нет, мы даже не имеем такого права какой-то народ называть плохим, например. Наоборот, мне сегодня жалко этот народ, потому что вы живете в диктатуре. Вас используют. Ну да, действительно, мне очень было жалко, когда в 99 году Путин пошел на такой шаг, убил своих сограждан, взорвал их спящими в своих домах в нескольких городах, российских городах. Потом обвинил нас, чеченцев, что это якобы мы сделали, хотя это по сегодняшний день не доказано, и они не смогут это доказать. Вот. То есть вы тоже жертва того же Путина, того же Ельцина. Поэтому, как говорится, миру мир. Мухаммад 79. Анзор, как ты относишься к разборкам между чеченцами и узбеками? Тебе не кажется, что русские стравливают чеченцев на всех и постепенно отлучают от мусульман? То есть делают из чеченцев пушечное мясо. Я об этом всегда говорю. Я даже несколько раз в комментариях писал это. Люди, очнитесь, там где тема такая шла, чеченцы там напали на узбеков, узбеки на чеченцев напали. Ну,
Такая тема там была, видео. И под этим видео то же самое написал. Братья, что вы делаете? Мне без разницы, кто там, узбек, чеченец, казах, ингуш, дагестанец, кабардинец. Мне без разницы. Обращаюсь ко всем братьям. Очнитесь, не надо такого делать. Вот есть такие личности, скажем, подстрекатели, провокаторы, которые провоцируют нас. Вот как ты правильно заметил, чтобы выставить нас какими-то дикарями, какими-то бандитами. Вот. То есть это методы России. Я знаю, что российские службы проводят такие акции, провокации в Европе. Особенно это было даже здесь, в Норвегии, а также было в Германии и в других странах. Я даже знаю случай во Франции тоже, это лет 12 тому назад. Поэтому мы должны быть начеку, как говорится. Не позволять, чтобы они нас стравливали. Магаев, тоже зачитаю, вот, ну, это не вопрос просто, ты подтвердил мои слова. Я видел старшего Кадырова в Аргуне на митинге примерно 15 августа. Чуэрпанкад, то есть он покушал суп и ушел в Хосиюрт. В то время он был муфтием, в то время он выступал на митингах. Я даже на этом канале выкладывал такие видео, где он призывает не только мужчин, но и женщин воевать против российских оккупантов. Вот. И да, действительно, он в то время, его обязанность ходила выступать на митингах, призывать к миру, там, единству. А он там призывал женщин воевать, как будто у нас не осталось мужчин для этого. Мага Магаев, Анзор, расскажи про Абдулгалима, про нашего лидера, президента Чеченской республики Ичкерия, Амира Абдулгалима Садулаева. Я знал его недолго, но я даже никогда не встречался с ним, но знал через своего отца, через других людей, помощников, скажем, Абдулгалима. И несколько раз с ним связывался во время Второй войны, Второй российско-чеченской войны. И общался с родственниками и, можно сказать, знаю достаточно и только хорошего про Абдулгалима Садулаева. Аллах азат поблагодарится, да помилует его Аллах. Действительно, это был чистейший человек, искренний, любящий свою религию, свой народ. Он погиб мужественно, защищая свою религию и свой народ воюя против российских оккупантов. Жил скромно, никак. Думал только об этом. Занимался религией.
и желал всего хорошего всем мусульманам, своим согражданам. И его позиция была озвучена на этом канале. Тут есть пару видео с Абдулгалимом Садулаевым. Аллах разут колбу дальше. Ичкерия Лайф, ты говоришь, что у Абдулгалима похитили жену. Да, мне как-то неудобно было об этом говорить. Да, действительно, так оно и было. Потом они убили ее. Анзор, ты за демократию или за шариат? Да. Все мы демократы. Демократ, шариат. Сначала нужно нам победить себя, чтобы быть демократом или шариатом. Да, мы мусульмане. И поэтому такой, ну, я почему улыбнулся. Поэтому, раз уж ты, я, мы мусульмане, то мы должны знать на это ответ. Вася академик, Анзор, салам. Валикум салам. Расскажи, пожалуйста, твое мнение об имаме Шамиле. Многие чеченцы его считают предателем, что он сам добровольно сдался в плен. Я не хочу обсуждать эту тему. Не хочу. Потому что я вижу, как многие, как называют это, хайпуют на этой теме. А я ловить этот хайп не хочу. Я занимаюсь другими вопросами. Мы лучше будем говорить о том, что нужно делать. О том, что нужно делать. И о сегодняшнем. То, что произошло, произошло. Будет это так или не так. И Аллах нам всем судья. Дагестанцы нам братья. И будут всегда. Это не только наши соседи, но они братья. И поэтому обсуждать какие-либо темы с их стороны или чтобы они обсуждали с нашей стороны, нет, я не хочу. Не хочу. Наоборот, мы должны, если мы мусульмане, остерегаться вот таких провокаций, стремиться должны к единству, потому что нас не раз использовали всякого рода провокация. И даже в этой путинской войне также использовали дагестанцев. Потом пришли к нам на чеченскую землю убивать нас. Поэтому я даже обращаюсь к вам. Не надо трогать эти темы. Земельные вопросы, что нам, земли что ли мало. Преданные, но не предавшие. Брат, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, Карабахская война показала всем нам, что турки с нами и не предадут? Турки в этой войне помогли Азербайджану, да, вернуть свои земли. Но в нашей ситуации, в чеченском вопросе, в российско-чеченской войне, нам никто не помогал. Абсолютно никто. Я имею в виду как государство. Не хотели, боялись, считали
этот вопрос, российско-чеченский вопрос, внутренним делом России. То есть позволили России уничтожать чеченский народ. Это непростительно. Непростительно тем лидерам, которые оказали такую поддержку российским убийцам. И пока мы, азербайджанцы, кавказцы, турки, вот, не будем вместе, то будет, то с нами будет вот так заигрывать. Сегодня мы, чеченцы, мы ищем, да, мы ищем союзников, мы ищем, призываем своих братьев, мы ищем своих друзей, общаемся много. И сегодня многие открывают свои глаза на происходящее. То есть, когда, к примеру, в бывших советских республиках кто-то мог бы себе позволить сказать, что вот Россия права, правильно, чеченцам вот так и надо их. Сегодня говорят по-другому, потому что узнали правду. Кто стоял за этим, кто начал войну, кто вот мучил, убивал мирных жителей. То есть эту ужасную картину они изучили. И цель этого канала именно для этого дела. То есть призвать к миру, мы к другим действиям не призываем, ни к войне, ни к революциям и так далее. Наоборот, как вы знаете, я всегда призываю, чтобы у нас было единство, чтобы сохранить мир. А также цель этого канала, чтобы другие люди могли зайти на канал и изучить нашу историю. Андрей Манин, нет у вас друзей, все вас отдали нам, русским, на съедение. Ну, приятного аппетита. Но это вы там осторожнее в горле. Можете надорваться. Валейкум ассалам. Леди 1974. Халкарви Анвар. Дохара Дель Карау. Так, Шукара Уксун. Валейкум салам, бродкастер. Анзор, скажите правду, если у вас есть информация об этом боестолкновении ямадаевцев и Кадырова с Джаматом в Гудермесе, которое было ли это столкновение с согласием Масхадова? Нет, конечно же, наш президент Масхадов был противником этого. Мы все это прекрасно знаем. И то, что там произошло в 1998 году в Гудермесе, это была провокация Кадырова, который старался развязать внутричеченскую войну в угоду Кремлю, чтобы Россия потом зашла к нам на территорию республики в качестве миротворцев. Вот какие были цели у этого Кадырова и у других провокаторов, у Ямадаевых. И там провели колоссальную работу. С разных сторон были вовлечены люди, авторитетные люди. Со стороны правительства был наш вице-президент Ваха Арсанов,
который провел огромную работу. И мы избежали начала внутри чеченской войны. И лишь после этого Россия разыграла такую карту: поход Шамиля Басаева на Дагестан, как они говорили. Хотя это неправда, все это было по-другому. И потом уже взорвали свои дома, все это сделали российские спецслужбы и начали войну против чеченцев. Преданные, но не предавшие. Нужна ли сейчас независимость Чечни? Если убрать Кадырова и поставить другого справедливого, этого будет достаточно? Нет, если, да, как ты правильно сказал, справедливого, но человек может быть справедливым, но люди могут и не поддержать его. То есть здесь я могу сказать, что люди должны сделать свой выбор, чтобы они выбрали справедливого, скажем так, человека. И это если говорится в качестве лидера народа, а не то, что если уберут этого балбеса и вместо него другого поставят. Но если политика не меняется, то, конечно, ничего не изменится. В первую очередь, все должно измениться в России. Когда к власти придут люди, которые будут думать о своем народе, российском народе, там много народов в России. Вот. А независимость, конечно, нам нужна свобода, нам нужна независимость, потому что мы видим, что народ, люди, которые проживают на территории Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Россией, у них нет этой свободы. То есть они даже не могут высказать свое мнение. То есть народ пока подавлен. Но это все временно. Царь Скорпиона. И еще мне стыдно за большинство тех так называемых дагестанцев, мусульман, которые не поддержали братскую Ичкерию. Тогда пусть Всевышний Аллах поможет всем мусульманам. Аминь. Нет, брат, почему это должно быть тебе стыдно? Да, если так говорить правду, мало было дагестанцев. Было бы, конечно, хорошо, если бы поддержало бы большинство, скажем так, но дагестанцы принимали участие в российско-чеченской войне. У них даже была группа Раббани Халилов. Вот. Кстати, они нападали на Хоси-Юрт, на этих марионеток. Там много боев даже, которые они провели. Поэтому тебе не должно быть стыдно. И, как я говорю, дагестанцы наши братья, так же, как и все другие наши братья. Не только соседи. Инкерман, Анзора, твой отец в Венгрии командиром артполка был при Союзе, да? В Венгрии, в городе Тата и в городе Кечкемет. Там были советские базы в то время. Как мы все знаем, он служил в советской армии.
И действительно он был командиром артиллерийского полка, а также затем был начальником штаба артиллерийского полка. А потом пошел на повышение, когда мы переехали в Литву, в город Вильнюс. У него тогда была уже генеральская должность. Шуваша. Анзор, помню, в 98 или 99 году в городе Грозно, недалеко от памятника дружбы, было совершено покушение на Аслана Масхадова. Чьих рук это было дело? Одно покушение было, ну, это было летом в 98 году, а другое покушение было в 99 году, в начале года, весной. Так вот, за всем этим стояли, как это сейчас правильнее вам сказать, те группы людей, которые были обмануты. И сегодня, сейчас я уже открыто скажу, и сегодня, когда на канале, на этом личном канале Кадырова говорят про этот случай, вот, мол, совершали покушения и так далее, и тому подобное. Не они имеют это право говорить об этих случаях. Не они имеют такого права. Все это делалось, конечно же, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, расшатать эту ситуацию. И за этим стояли российские спецслужбы. Да, там могли быть использованы какие-то подстрекатели, провокаторы. Я, конечно, даже и фамилии могу называть, но я думаю, даже достаточно. Абдурахманов, алейкум ассалам. Анзор, запись, про которую говорил Хампиев. Астафилlah. Это та самая запись, отрывков которой ты продемонстрировал в последнем ролике. Сейчас показал бы. Да, потому что у меня еще есть. Если они еще раз что-то такое скажут, то пускай ждут ответа. Более жесткого. Сейчас я это так мягко высказался. Мягко. Мягко. Да, именно та запись. Те записи. Тех времен. То есть это мнение, это было мнение президента Чеченской Республики Ичкерия, который был в войне против российского агрессора, которого сейчас эти ну вы поняли, они обвиняют в том, что якобы Масхадов хотел пойти на любые условия с врагом, с российским оккупантом, и якобы был готов сдать оружие. Тем самым они просто хотят прикрыть свое предательство. Это трусы, самые настоящие. Только трус будет избивать стариков, женщин, издеваться над ними, убивать мирных жителей, истязать их в своих тюрьмах. Это враги чеченского народа. Враги. Поэтому та запись, которую я дал послушать, то есть я хотел показать, как думал наш Амир, президент. Отец Гулливера, Анзор, тебя грохнуть. Ну, грохни. Коль духа у тебя хватит.
Химмель Эрд. Анзор, почему у нас сторонников независимости в Чечении нет единства? Ну, якобы у нас нет, да? И что, по твоему мнению, нам делать, чтобы объединиться? Перешагнуть через гордыню, через высокомерие. И все. И что нам еще нужно сделать? Конечно же, в первую очередь, если мы называем себя истинными мусульманами, то делать то, что говорит нам Аллах. Вот. Анзор про покушение на Саид Хусейна с Австрии. Ты, наверное, про покушение, то, что там говорилось в Брегенце. Я читал об этом, смотрел некоторые ссылки, и полных деталей я не могу сказать, но я знаю, кто этим занимается там, и кто работает на них. Ну, просто сейчас об этом не буду говорить. А то придется выкладывать. Поэтому что-то новое об этом я сказать не могу. Анзор, как думаешь, Путин нападет на Украину этой осенью, как пророчат некоторые политики? Путин уже напал на Украину. Путин воюет с Украиной. Это надо признать. Идет война. Украину оккупировали. Beautiful Koran. Ты прокомментировала обобщенно, что юмористы, что Кадыров никого не спасал. Но мне хотелось бы, чтобы ты прокомментировал именно этот момент, где он 17-летний выводит Масхадова из окружения. Да не было такого. Не было. Если тут говорится 17-летний, я даже... Нет, не уверен в возрасте, сколько ему годиков-то было тогда. Так вот, я был, можно сказать, во всех окружениях, в которых был Аслан Масхадов во время Первой российско-чеченской войны. Мы выходили из Веденского района вместе. Кстати, в этой передаче они про это и говорили. Якобы они там тоже находились в этом окружении, то есть якобы они были участниками этих событий. Нет, это тоже была неправда, то, что они там говорят. То есть мы выходили из Веденского района, выходили из Шали, вот, ну и так далее. И я там того, о ком ты говоришь, его не вижу, я не видел. Ну, там называлось Фос-Юрте, где-то он что-то на машине отвез, привез. Да, это тоже неправда. Валлахи, я вот честно, вот поклянусь даже, многое, большинство то, что он говорит, это неправда. И когда я смотрю, вот знающие меня, мои люди, можно сказать, просто знают, что я просто смеюсь с этого. Это одно и то же, как посмотреть там фильм-комедию. Ходячий анекдот. Бада отсюда.
Слава Украине! Так, как на арабских странах есть 10 и даже сотни тысяч чеченцев. Чеченцу нет роднее ингуша, ингушу нет роднее чеченца. Хорошие слова. Валикум салам, брат. Как мы знаем, в арабских странах есть 10 и даже сотни тысяч чеченцев, этнических. В случае приобретения нашей независимости, будут ли они получать паспорта чеченского государства? Ну, если их государством, они же являются гражданами какой-то страны, например, будь это Палестина или Иордания, или Турция и так далее. Хотя Турция это не арабская страна, но вообще я имею в виду, если их государство позволяет это делать, то они имеют право получить гражданство Чеченской Республики Ичкерия. Это зависит от страны, конечно. Бусоба Пачхалк. Кто-то сражается на пути Тагута, а кто-то ради законов Всевышнего. Но во время Первой российско-чеченской войны и во время, тем более во время Второй российско-чеченской войны, все, которых я знал, воевали ради Аллаха. Вот. Ну да, может быть, там есть какие-то личности, имена называть не буду, которые будут трубить вовсю, что я вот участник войны, у меня там 5 орденов и так далее. То есть это люди, если принимали какое-то участие, то принимали участие ради этих 5 орденов. Бродкастер не то, что там боями петухов, собак. На свадьбах танцевал. Кто Бинтуан Цигабук. Вот его война была. Бусов Пачалк, Аллах резкую. Аминь. Аминь. Массера. Дольцер Аллах Азут Обу. Александр Болотов. Доброго вечера. Добрый вечер. Добро пожаловать. Как считаете, кто виновен в гибели вашего отца? Россия, как государство, руководители России. Это Путин, который отдал приказ на это убийство. А потом уже те, которые участвовали в этой операции, которые убивали нашего президента Аслана Масхадова. Но тут еще можно добавить, нужно добавить то, что его убили в тот момент, когда наш президент Аслан Масхадов протянул руку мира, что ли, вот призвал Россию к миру и остановил в одностороннем порядке боевые действия против российских оккупантов.
То есть он был убит именно в этот момент. Убив его, его назвали террористом. Потом отказали в выдаче его тела, и по сегодняшний день они не выдают его тело для дальнейшего его захоронения, как того требует от нас наша религия, наши чеченские обычаи. Вот. Его обвиняли абсолютно невозможном. У меня есть эти бумаги, документы, где его обвиняют, вот их терминами скажу, поход на Дагестан. Хотя это была спецслужба России против дагестанцев, против, в основном против нас, чеченцев. Обвинили также бесланских захвате школы в городе Беслан, а также обвинили в событиях в Нордосте. То есть все события, где он, наоборот, не принимал никакого участия. То есть можно даже говорить, что российские спецслужбы стояли за этим. Российские спецслужбы. Вот какой враг у чеченского народа. Бессовестные, варвары. Без человеческого лица, как говорится. Ва алейкум ассалам, Баку. Секунду. Адам, вы считаете, что Нордост спланирован Россией, но я могу сказать, что люди, которые пошли на захват Нордоста, были вовлечены туда. И там работали провокаторы, именно которые внушали тем людям, что вот, мол, захватив людей, российское правительство пойдет на мир. Были обмануты, скажем так. Были обмануты. И там я могу даже называть фамилии, кто был подстрекателем, кто был провокатором. Там активно работал Теркибаев Хампаш. Там Анна Политковская писала огромную статью про это. Ну, конечно, да, там много чего. Были вещи, где можно было бы ее подкорректировать. Вот, но в целом там все было правда. Людей подставили там. Я никак не хочу говорить, что я поддерживаю такие акции. Тем более наше руководство никогда не поддерживало такие акции. Ва алейкум салам. Так. Но в чем, Мансур, никогда не удастся унизить наших героев, которые отдали свои жизни ради Аллаха. Вот именно, никогда. И не позволим, и не удастся, чтобы какой-то балбес, который не стоит даже мизинца этих людей,
они не смогут этого сделать, очернить наших героев. Аллах Азат Хобл, всем ассира. Муслимов, Анзор, когда убили твоего отца, на второй день в Чечне упал российский вертолет с около 20 военными. Они все погибли. Да, это было недалеко от села Алханюрт, где-то там. Действительно, 10 марта, это кажется было, упал вертолет Ми-8, и погибли военнослужащие. Не простые военнослужащие, а спецназовцы. То есть сборный элитный спецназ погиб. И насколько я знаю, как это подтверждают некоторые источники, это были те люди, которые принимали участие в убийстве нашего президента. Да. Да, Кавказ Аларесу. Все незаданные вопросы вы можете озвучить в комментариях. Они будут рассмотрены. Да, пишите в комментариях, будьте активными, продвигайте видео. Особенно вот эти последние видео. Вот, распространяйте этот материал, потому что это тоже очень важно. Это наша история. Помогайте информация в чем угодно, в чем-либо, потому что мы вместе должны работать с этой историей. Это наше. И оставляйте, как пишет Кавказ, оставляйте свои комментарии в комментариях, и иншаллах в следующем эфире я постараюсь на них ответить, выберу, конечно, из них, потому что много вопросов там бывает. Вот. Анзор, если у тебя пути, ищущие пути к соратникам Грузии, это единственный выход на международную трибуну у наших границ. И это народ, который видит в нас достойных партнеров, а не соперников. Я хочу еще раз сказать, повторить слова своего отца даже, что Грузия, грузины не только наши соседи, но и наши братья, потому что мы связаны, вместе связаны историей. И для нас очень важно, чтобы мы вместе, и чеченцы, и грузины, и дагестанцы, и ингуши, и другие, смотрели в будущее и строили хорошие братские отношения. Конечно, мы ищем этих сторонников, контакты, и таковые есть. Вот, Абу Хавс, валикум салам, я хочу, чтобы ты зачитал мое сообщение. Твой отец, признанный миром, генералиссимус, и он шахид, иншаллах. Да, Аллах, швур, брат, валлахи, я очень рад тебя видеть. Аллах, рейсуль, Абу Хавс. Массо был, иншаллах, дикаллах. Эльдар Набиев, неужели враги ислама не думают о своем конце и подчиняются кафирам? Такова участь предателя. Вот. Кто-то
ради славы, кто-то ради кресла, кто-то ради обогащения, ради денег, состояния. Будет заигрывать с врагом, пойдет на поклон этому врагу, и ему все равно, если этот враг убивал его отца, мать, родных, его народ. Такова их участь. Так, еще раз повторю, в ближайшем будущем, может, через несколько дней, я выставлю тут обращение и дату нового эфира. Но я хочу поработать с этими эфирами, потому что мне тоже с вами интересно читать вас, отвечать на ваши вопросы. И если у вас есть какие-то еще вопросы, прошу вас писать в комментариях. Будьте активными. Все-таки мы вместе можем много чего изменить. И я сейчас пойду к завершению этого эфира. Ва алейкум салам, Масарьям. Эльдар Набиев, Азербайджан тоже с Чечней, и мы и вы, братья, Аллаху Акбар. Да, так оно и есть. Были, есть и будем, Эльдар. Иншаллах. Железный человек. Анзор, скажу тебе свое мнение. Твой отец сделал немало стратегических ошибок. По-другому у него ничего не получилось бы, потому что эта республика была материалом для своих черных дел для России. Будь вместо Масхадова другой человек, то есть абсолютно всезнающий, вундеркинд и так далее, и у него это не получилось бы. Если бы вместо Масхадова были бы вот такие, как я сейчас сказал, 10 людей, 20 людей, то произошло бы то, что произошло в 99 году. Не вина, нет тут вины Масхадова и других отдельных личностей. Вот. Вся проблема была в том, что мы не были в состоянии противостоять спецслужбам России, которые и развязали войну в 99 году. Поэтому твои обвинения в адрес Масхадова, в них нет никакой основы. Нету. Парабеллум, Анзор, если про сохранение истории. Так, сейчас, секунду. Ты думал писать книгу? Я думаю, что если бы так было бы легче распространить правду. То есть, я понял. Я написал одну книгу и давно начал писать вторую книгу. Но просто в связи с этой деятельностью, с видеоматериалами, то есть это огромная работа. Буквально недавно я делал одно видео. Я работал целую неделю, день и ночь. То есть мне какую-то кассету надо подсоединить к компьютеру, оцифровать это, потом это все резать, потом искать какие-то другие материалы, просматривать сотни видеофайлов. И это занимает время.
Поэтому я не успел бы работать на эти два фронта, писать книгу и закончить книгу и работать с каналом, с YouTube каналом. Вот. А так, более половины я написал. Вторая книга. Но в чем Мансур, вот именно они готовились к Второй войне, и поэтому тот человек, который обвиняет там Масхадова, даже Басаева или там других, или всех вместе взятых, война пришла бы к нам. Ее бы навязали бы по-любому. Потому что человек, который смотрит видео, которое я выкладываю тут на этом канале, должен знать эти факты. Я там применял в некоторых местах, где Лукин, Говорухин, сколько их там было, организаторов этой новой войны, клялись, что через 5 лет они придут, когда окрепнет. Представляете, ядерная держава, у них окрепнет, они ждут, пока окрепнет армия, и они клялись, что вернутся и отомстят чеченцам. Они вернулись, но многие из нас забыли, что как Путин в 1999 году, будучи премьер-министром, дважды сказал: сегодня я воюю с ними, а если надо будет, я буду воевать с их Аллахом. И да, мне сейчас тяжело говорить об этом. Валейкум салам, Аллах рейсвы масана. Да, кто дождался? Хорошо, что ты напомнил, но я по-любому не забыл бы. Анзор, ты хотел что-то интересное рассказать или я пропустил? Сейчас, секунду. А то я смеяться буду, я чуть подожду. Во-первых, я скажу, что мы уже идем к завершению. И поэтому будет хорошо, если все остальные вопросы будут написаны в комментариях под этим видео. Так вот, что я хотел, что я вспомнил и решил рассказать. В этом видео, о котором мы сегодня говорили, которое показывали на личном канале Кадыровых, в этой передаче говорилось, что однажды они ехали в машине, ну если вы сейчас вспомните это, что Кадыров ехал в машине, и они столкнулись с другой машиной. То есть была авария. И там оказался Масхадов, говорит он. Говорит, это Кадыров говорит, живущий сегодня. Так вот, я просто вспомнил этот случай, вот честно скажу, я даже забыл фамилию, что это был именно Кадыров, Ахмад Кадыров в той машине. Это было, кажется, вечером в центре города Грозного. Мы ехали из главного штаба, я был рядом с отцом, тогда в 1994 году, это было летом. Мы ехали из главного штаба домой уже после работы. И водитель, который сидел за рулем другой машины, врезался в нашу машину. Потом мы вышли из машины, посмотреть, что случилось, все ли нормально, вот как это принято. Выходит Кадыров, я-то в то время не знал, что это он был. Он говорит, я зам муфтия, я зам муфтия Ахмад, все такое. Вы врезались в мою машину, это ваша вина. Он начал обвинять нас, хотя такой вины с нашей стороны не было. За рулем был водитель моего отца. Вот. И он там говорил, вот вы сломали мне машину, поцарапали ее здесь, вы сделаете ее. Ну, отец от скромности вот так сказал, хорошо, хорошо,
принял это, но тот вообще не успокаивался. И договорились, что тот придет в главный штаб, то есть Ахмад Кадыров придет в главный штаб. Приходит один раз, в штабе в то время не было денег. Нам даже зарплату в то время везде, даже в других республиках, то же самое было. Зарплату выдавали через несколько месяцев. Так вот, приходит один раз, а в штабе нет денег. И приходит второй раз, одно и то же нытье. Он говорит, вы мне машину сломали, здесь поцарапали, как я буду ездить, я же зам муфтия. Он был заместителем муфтия в то время, в 94 году. И я помню, отец заплатил свои с кармана деньги, то есть сам уже договорился, послал человека в центральный ВАЗ в городе Грозном, чтобы отремонтировать его машину Кадырова Ахмада. Вот. И я просто услышал это в их передаче. Такой момент был. Вспомнил. Александр Болотов. Анзор, вы какого года рождения? Я всегда говорю, мне 27 лет. Вот. Я сейчас дочитаю все и пойдем все. Так, Дикарду, Аллах Рейсхуль Масана, спасибо. И еще раз повторюсь, пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы. Да, я пытаюсь как-то сжато это отвечать, и поэтому так медленно отвечаю, потому что мы находимся в состоянии войны, и поэтому информационное самое подлое, как я говорил, и поэтому каждое твое слово на том конце используется. Поэтому прибегаем к такой аккуратности. Пишите, постараюсь ответить, а также помогайте, продвигайте, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я с вами, я ваш, и буду всегда с вами, иншаллах. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам, Аллах Рейс Масана. Спасибо за эфир. Привет из Ленинградской области. Я жил когда-то в Ленинграде. Да, я опять уже продолжаю. Ну, еще раз спасибо. Всем спокойной ночи. Аллах Рейс Масана. Адикюль. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.